Нынешний театральный сезон для нашего государственного театра имени Косталя Ивановича Хитогурова был отмечен сразу 3 знаковыми поездками на различные фестивали. Обо всем по порядку. Юго-Осетинский госдрамтеатр принял участие в 5-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» в городе Грозный, где представил спектакль «Черную бурку» режиссера-постановщика Казбека Джелиева. Нас очень тепло приняли. Программа включала показы спектаклей, творческие вечера, прогулки, мастер-классы. Также обсуждали совместные творческие проекты, признается режиссер. Спектакль был тепло принят чеченской аудиторией и признан одним из лучших показов фестиваля. Театр получил множество приглашений в различные регионы России. Спектакль шел на осетинском языке синхронным переводом, что не помешало зрителю глубоко понять пьесу. Также надо отметить, что помимо высокой оценки работы самого режиссера Казбека Джелиева, оценку получил художественный руководитель Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Косталя Хитогурова Тамерлан Зуцев. Он был награжден почетной грамотой Министерства культуры Чеченской Республики за всестороннее содействие развитию и сохранению театрального искусства народов и этнических групп России, за высокий уровень организации 5-го Всероссийского фестиваля национальных театров Федерации, а также в связи с 5-летним юбилеем Всероссийского фестиваля национальных театров Федерации. Международный театральный фестиваль «Вместе» ждет выпускников факультета актерского мастерства ежегодно. Второй международный театральный фестиваль «Вместе» проходил в Ульяновске с 18 по 22 сентября. Фестиваль этот уникальный своего рода. Это как бы форум, объединяющий профессиональные театральные коллективы России и зарубежных стран. И каждый представляет лучшие образцы театрального искусства, созданного для семейного просмотра с детьми и, конечно же, молодежью. На фестивале наши молодые актеры представили зрителю комедию на осетинском языке «Город Такускурта» «Городские женихи» Ашахмата Айларова. Это просто очень красиво. Вы очень красивые люди все. Смотреть нас приятно. Мне хотелось больше песен и танцев, потому что особенно танцев. Танцы у вас вообще, это действительно, вот это вот так руки сделать, это какое-то что-то в крови. Благодаря этому спектаклю состоялась встреча с вами, такими красивыми. Я увидел на сцене много красивых людей, которые поют, танцуют вообще. И от вас такая энергия хорошая идет. И за это большое спасибо. Надо отметить и то, что 2 театра уже более 16 лет связаны плодотворным сотрудничеством и дружбой. Впервые по приглашению этого театра Юго-Осетинский театр приехал в Ульяновск в непростое для республики время. Это был 2009 год. Ульяновские зрители тепло приняли спектакли коллектива, и уже тогда, в 2019 году, Юго-Осетинский театр стал участником 1-го международного театрального фестиваля спектаклей для всей семьи вместе, организатором которого стал Ульяновский театр юного зрителя. И очень, конечно, отрадно, что такая тенденция имеет возрастающие перспективы. После ярких впечатлений и демонстрации юных студентов своего дипломного спектакля, конечно, трепетным был следующий день. Это встреча с взыскательными критиками. Встреча пошла очень конструктивно и плодотворно. Предлагаем вам некоторые из них. Для меня очень приятно было снова встретиться с театром Искинвала, потому что 5 лет назад на 1-м фестивале я видела Антигону. Антигону — серьезный, глубокий спектакль, который требовал особого мастерства. И вдруг совершенно другая стилистика. И эта пьеса довольно давно написанная, больше 40 лет назад, немножко наивная, в духе таких привычных национальных пьес, но театр сумел ее прочитать по-новому. Он добавил долю иронии, теплого юмора. И получилась очень живая и нежная история о любви. Вы знаете, сегодня время неспокойное, время сложное. И мы никуда не можем деться от того, что происходит в мире. Мы ощущаем нашу землю как маленький шарик, который подвержен всем ветрам и бурям. И поэтому, когда нам рассказывают о любви, чистой, нормальной, человеческой любви молодых парней, молодых девушек, это так трогает.
Это так необходимо сегодня. И этот спектакль учит любви, добру, терпимости. И даже вот смешной папаша, который защищает своих дочек. И хлопотливая соседка, молодая очаровательная актриса, они тоже часть нашей большой жизни. Мне кажется, это большая удача. Я увидела очень талантливых молодых ребят. И мне кажется, у них хорошее будущее. Братья наши, сестренки наши, как же хорошо, что мы снова с вами встретились. Жалко, конечно, что нельзя в один спектакль затолкать всех наших любимых друзей, все наши родные лица. Но вы привезли с собой ваш дух гор, ваше солнце, вашу доброжелательность, вашу любовь и вашу дружбу. Мы так рады, что вы всегда с нами. Мы не просто верим, надеемся, мы точно знаем, что на любом фестивале вместе Южная Осетия, наш родной Цхинвал, будет всегда с нами. Я не сомневаюсь в том, что и мы у вас еще не раз побываем, и вы у нас побываете и с гастролями, и на фестивалях, и на других фестивалях мы будем встречаться с вами, радоваться друг другу, обниматься, потому что наша дружба испытана уже, можно сказать, десятилетиями, и неспроста наши театры побратимы. Мы вас любим, мы скучаем по тем, кто не приехал сегодня сюда. Вам всем большой привет, мы вас любим и ждем новых встреч с вами. И спасибо вам огромное за вашу молодежь, прекрасные ребята, чудесный спектакль, озорной, хороший, смешной, добрый, чистый. Спасибо, вы талантливые люди, и, наверное, еще поэтому мы еще больше вас любим, потому что вот эти вибрации, они притягиваются друг к другу. Прогулки по городу, конечно, знакомства. Это все было в рамках фестиваля «Вместе». Прошел круглый стол, также искусственный интеллект в искусстве с участием руководителей театров, для которых представители рассказали, как можно внедрить искусственный интеллект в современный театр. Дорога, конечно, дальняя, но наш дружный коллектив Госдрамтеатра справился и с этой задачей. Труппа Госдрамтеатра имени Хитагурова прибыла в Нижний Новгород на фестиваль русских зарубежных театров «Театральная осень». Масштабный театральный форум, объединяющий русскоязычные театры из разных стран. В этом году фестиваль проходит в городе Нижний Новгород на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. И посвящен он был 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В основу программы вошли спектакли по произведениям, конечно, самого великого русского поэта, которые представляют театральные коллективы. Большинство спектаклей создано в рамках проекта развития культурного диалога «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Новое видение повести Пушкина режиссером Тамерланом Зуцевым просто восхитило публику. Зритель поблагодарил за полученное удовольствие от спектакля бурными аплодисментами. Высокую оценку получил спектакль и от критиков фестиваля. Мы сегодня увидели настоящего Пушкина. Я думаю, что вашему театру, вашим актерам это все очень удалось. Основная идея, основная мысль, все доведено до зрителя. Режиссер, который поставил этот спектакль, сделал все возможное, чтобы сохранить и дух, и идею. И актеры молодцы, перевоплощались, очень сильно играли Отрепьева, Марина Мишек, очень хорош, Юродивый. Получил очень много положительных эмоций от вашего театра. Я желаю вам успеха. Вы показали очень серьезную работу. Надеюсь, у вас впереди хорошие проекты. И был бы рад, если бы вы еще приехали в Нижний со своими спектаклями. Народ безмолвствует, но вот этот маятник, вот этот вырванный язык колокола, который бесконечно вращается, мы сначала подумали, что это часы, время, да, и это тема времени, которая постоянно вращается и бросает то вверх, то вниз всех без исключения персонажей, то, как вы это обыгрываете, это, конечно, замечательно. И чувствуется, что вы вложились в этот спектакль. То есть вы вложились и творчески, и сценически, и национально, и интеллектуально. Я так понимаю, то есть это для вас, есть «Чайка» для МХАТа, а Борис Годунов, наверное, для вашего театра принципиально важен.
И это здорово, потому что разные были Борисы Годуновы, и, конечно, тень оперы тоже давит, не случайно, как в городе, то было в Казани возникает, да, такой небольшой парафраз. И мы иногда даже, я вот себя ловил на мысли, что сейчас вот Юродивый запоет в финале, да, то есть все время какие-то ассоциации, которые ваш спектакль вызывает, и вы не даете успокоиться, и вы все время вытаскиваете на размышления, и режиссерский, и сценический, и актерский. И то, что, я как понимаю, вся труппа практически занята, да, Тимур Алексеевич? То есть это здорово, потому что на таких спектаклях любой театр, любой коллектив вырастает. Независимо от результата, потому что сам процесс работы, наверное, чисто педагогически очень важен. Тем более он важен для вашей страны, для Южной Осетии. Здесь очень интересно мне было увидеть, когда наоборот у нас максимальное погружение, максимальное, значит, все такое, да, и эпическое, красивое, масштабное. Вот. И очень тоже на меня произвела впечатление первая сцена вот такого непраздничной ярмарки. То есть мы понимаем, что вроде как что-то это весело, там красные эти желтые ленточки. Масленица. Да, это масленица. Вот, но какая-то она нерадостная. Вот, и солнце такое, действительно, я тоже обратила внимание, что такое солнце немножечко в ужасе от предстоящих, видимо, событий, такое испуганное солнышко. Вот, это сразу настраивает на соответствующий лад. И дальше у меня на протяжении всего спектакля были ассоциации. У меня на самом деле было ощущение, что я смотрю какое-то такое очень масштабное, эпическое, историческое кино. Вот в театре на самом деле, у меня такого ощущения, пожалуй, что и не было, что как бы ассоциация была первая такая с кинематографом и ассоциация с живописью, потому что это иногда действительно бывало очень красиво, особенно мне... Природные планы, да. Да, нет, очень действительно красивые с точки зрения света некоторые сцены в келье, когда там только вот такие какие-то светлые эти пятна в глубине из темноты. Вот. И чувствовался в этом тоже, соглашусь с коллегой, такой оперный размах, потому что вот в таких костюмах, и, значит, с таким посылом, с таким подходом, вот обычно это опера. И действительно хорошо, что вы здесь и процитировали кое-где, вот, потому что это тоже определенного рода уже тоже как бы классический извод Бориса Годунова, это оперный, и поэтому не учитывать его, в общем, тоже было бы странно. И дальше сквозь эту историю прорастал миф и мистика. И это тоже было очень интересно, потому что все, что тогда, для нас, по большому счету, это своего рода миф. Как там было на самом деле? Никогда мы уже не узнаем это с достоверностью, пока не изобретут машину времени. И на протяжении всего спектакля прорастала некая мифология, и за счет, значит, вот этого демонического героя, совершенно прекрасного. Это сходство есть, и, в общем, очень интересно, совершенно замечательный этот демон, совершенно прекрасной этой такой пластикой кошачьей. Значит, да, за счет него вот эта мистическая линия велась. Потом за счет тоже каких-то сценографических решений и этой Богородицы без лика, и деревянной лошадки этой большой, прям такой, которая появлялась. И за счет мальчиков, которые потом некоторые начинали пятиться так жутковато, как в триллерах и как в фильмах ужасов. И это тоже, «Сияние» Стэнли Кубрика. Помните, там две девочки ходят? Да, вот они, кстати, вот, да. Вот, тоже как бы поддерживало ощущение некой связи с какой-то кинематографической историей. Вот, очень мощный и очень интересный мне показался вот этот сценический бой. Это тоже, опять же, впервые, наверное, за долгое время. Мне было страшно, потому что я слышала, как бряцают эти цепи, и я понимаю, они тяжеленные. И если сейчас, если что-то, не дай бог, пойдет не так, то есть это абсолютное вовлечение сразу же, потому что этот звук слышно, этот лязг, и он очень страшный. Очень тоже долго я думала, и на протяжении спектакля менялось у меня восприятие вот этих больших сценографических конструкций, потому что сначала это выглядит, как какие-то, не знаю, как обломки скипетра и державы, как какая-то разломанная шахмата. Потом вдруг на очередном повороте я подумала, да это же часы, и это стрелка. А потом это все поднялось еще и в набат. И
когда народ безмолвствовал, а набат бил, собственно, это для меня была такая история про то, что этот колокол — это надежда или это набат, или это траур. И, в общем, с этой мыслью, наверное, я и вышла со спектакля. Да, и это знак вопроса. И с этой мыслью я, собственно, и вышла со спектакля. Спасибо вам большое еще раз. Ну что ж, в целом неплохой старт театрального сезона нынешнего года. Пожелаем же нашему театру еще больших побед и плодотворных поездок.